Да? Да. Но еще пока нет зрителей. Так, бастаймыз ба? Жақсы ендеше. Мына құрметті тыңдаушылар, оның арасында негізгі бүгін біздің тақырып ол талапкерлерге арналған. Мына құрметті талапкерлер, ата-аналар, енді біз Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті мына қабылдау процесін қалай үдерісін жүргізіп жатырмыз, қалай қабылдаймыз, қандай ережелері бар, қандай шарттары бар деген сияқты соны өздеріңізге бір айта кетейін деп осы мақсатпенен алдарыңызға бүгін шығып отырғаным. Ал енді біріншіден барлық біздің енді оқушылар, оқу бітірген түлектер мына ұлттық бірыңғай тестілеуді өтті. Нәтижелері барлығы белгілі. Сол себептен кешеден бері 13 шілдеден бастап 20 шілдеге дейін мына мемлекет бойынша мына бүкіл құжаттар конкурсқа қабылданып жатыр. Енді осы бір аптаның ішінде енді барлығы 8 күн бүкіл мемлекет бойынша бүкіл құжаттар тапсырылып болу керек. Сол себептен үлгеру керек. Бірақ та онша асықпаңыздар. Неге десеңіздер, бірінші күні өзі адамдар көп келеді, сосын күні бойы тұрады, кезек көбейеді деген сияқты. Міне бүгін екінші күн тапсырып жатыр. Бүгін адам онша көп емес. Солай міне үшінші, төртінші, бесінші басқа күндері өз-өзіменен бір қалпына келеді. Енді бұлай айтатын болсақ, құжаттарды қалай тапсыруға болады конкурсқа? Оның екі жолы бар. Бірінші, ол университетке келіп, осында бізге мына қабылдау комиссиясына тапсыруға болады. Екінші, ол виртуалды қабылдау комиссиясы бар. Оны мына Zoom арқылы біздің қабылдау комиссияда өз хатшыларымыз бар. Солар өздеріңізден документтерді, мына құжаттардың барлығын қабылдайды. Сол себептен біздің сайтымызда, сайттың ішіне кіретін болсаңыздар, онда мына әрбір факультеттің өзі хатшысының Zoom-ның идентификаторы бар, оның паролі бар. Үйден отырып, компьютердің жанында отырып, бүкіл құжаттарды тапсыруға болады. Ал енді тағы алдын ала айтып кету керек. Енді республикалық мына конкурс, енді гранттарға конкурс мына 20-сынан кейін басталады. Бүкіл мемлекет бойынша бүкіл талапкерлердің құжаттарын бәрін жинағаннан кейін, содан кейін ғана конкурсты өткізеді. Ал енді конкурс мына келесі айдың, тамыз айдың 10 күні бітуге тиісті. Сол 10-нан бастап, тамыз айдың 10-нан тамыз айдың 25-не дейін біз мына грантпенен түскен балаларды, сонымен қатар мына ақылы түсеміз деген балаларды, соның барлығын біз қабылдаймыз. Оқу үдерісі бірінші қыркүйек күні басталады. Тағы екіншіден мына көп қоятын сұрақтардың бірі, мысалы кейбір балалар бар, олар мысалы 50 балға дейін өз нәтижелері жеткізе алмай, енді не істейміз, қалай боламыз деген сондай сұрақтар бар. Оған жауап беретін болсақ, ол бұлай. Енді мына шілде айында, шілденің 10-нан 20-сына дейін тағы қосымша мына ұлттық бірыңғай тестілеу технологиясыменен мына емтихандарды қайтадан тапсыруға болады. Оған бару үшін ең алда тіркелу керек. Мына тіркелу уақыты осы айдың, шілде айының 25-нен келесі тамыз айдың 3-іне дейін. Сонымен қанша күн болады? Бір 8 күннің арасында мына құжаттар қайтадан құжаттарды тапсыруға болады. Мына қосымша тағы мына ЕНТ ұлттық бірыңғай тестілеу де соны өтуге болады. Оны ұмытпаңыздар. Ал енді келесі тағы қандай ережелер бар, тағы қандай сұрақтар туындайды. Мына виртуалды
қабылдау комиссияға құжаттарды тапсырған кезінде енді мен бағана айттым ғой, осы Zoom арқылы біздің әрбір өзі хатшының Zoom бар, сол арқылы өздеріңіз кіресіздер. Уважаемые абитуриенты, уважаемые родители, вот сегодня я решил, значит, с вами провести встречу, значит, по поводу того, каким образом идет процесс вообще поступления в Казахский агротехнический университет имени Сакина Сейфуллина. Естественно, мы основываемся на все те правила, те законы, которые у нас есть по нашей стране. Они, как говорится, значит, распространяются буквально на все вузы, поэтому о них хотелось бы немножко рассказать и остановиться на них. В первую очередь, сейчас для тех, кто уже сдал экзамены, имеется в виду единое национальное тестирование, получил пороговый балл больше 50, значит, для них открыт прием документов на конкурс по присуждению образовательных грантов. Значит, прием документов начался вчера, 13 июня, и продолжится до 20 июля, извиняюсь, и продолжится до 20 июля включительно. Поэтому время у нас у всех есть, но эти документы можно сдать двумя способами. То есть, первое, можно прийти непосредственно в университет, в приемную комиссию. У нас есть свои технические секретари в приемной комиссии, которые будут оформлять все ваши документы и отправлять в Национальный центр тестирования. Второй способ – это, сидя за компьютером дома, ну и где кому удобно, как говорится, значит, можно сдать документы через виртуальную приемную комиссию нашего университета. Каким образом это делается? Значит, для того, чтобы вам соединиться с нашими техническими секретарями, вы на нашем сайте можете зайти прямо на сайт, и там есть, значит, контакты технических секретарей разных факультетов. Вот, например, если вас интересует агрономический факультет, то там так и написано: агрофак, указан Zoom, его идентификатор, пароль, значит, и вы тогда имеете возможность, набрав, значит, идентификатор и пароль, соединиться с техническим секретарем нашей приемной комиссии, и который вам подробно все расскажет и примет ваши документы. Теперь, что ожидает нас дальше? Значит, прием заканчивается, как я сказал, документов 20 июля. Конкурс республиканский, он будет проходить до 10 августа. Ну, мы ожидаем, что 10 августа, в принципе, мы уже получим результаты конкурса по присуждению образовательных грантов, вот, на которые вы претендуете. После этого, когда мы будем уже знать, кто получил гранты или кто обладатель образовательных грантов, значит, вы тогда придете к нам, и мы начнем процесс зачисления. Зачисление начнется, значит, с 10 августа и завершится 25 августа. Вот. Для тех, кто поступает на платное, то же самое. Зачисление будет с 10 по 25 августа. Теперь то, что касается, значит, послевузовского образования, в частности, магистратура. Срок подачи заявления заканчивается завтра, значит, на комплексное тестирование, то есть 15 июля. Дальше проведение комплексного тестирования планируется с 20 июля по 10 августа. И зачисление будет до 28, значит, августа. То, что касается докторантуры, значит, то прием заявления, он уже идет с 3 июля и завершается 3 августа, то есть ровно месяц. С 4 августа по 20 августа мы проведем, значит, экзамены, и зачисление будет у нас до 28 августа, как и в магистратуре. Вот таким образом, значит, мы планируем по 3 уровням провести прием документов и зачисление. Теперь то, что касается, значит, вопросов
которые поступили к нам от вас, значит, и информацию покажите. Значит, информацию, извиняюсь, вопросы, те, которые поступили со вчерашнего дня, когда мы выставили информацию о том, что будет сегодня встреча с абитуриентами, встреча с родителями и так далее. Самый первый вопрос, который все задают, значит, или часто задаваемый вопрос, какой проходной балл? Ну, проходной балл никто не знает. Все зависит от того, сколько человек участвует в конкурсе, какой у них балл, например, то есть в общей сумме. Может, в этом году будет больше подавать на какую-то специальность народу, претендентов будет больше, чем в прошлом году. Тогда, естественно, и конкурс увеличится. Тогда, может, и проходной балл увеличится. Поэтому на этот вопрос однозначно никто дать ответ не может, пока не пройдет сам конкурс, значит, да, по присуждению образовательных грантов. Второй вопрос. Есть ли военная кафедра и какие условия для поступления? Да, у нас имеется военная кафедра, одна из старейших в нашем вузе, в городе, извиняюсь, или среди вузов города. Поэтому, значит, подготовка ведется по программе офицеров запаса и сержантов запаса по 6 специальностям. Значит, естественно, на него, для поступления на военную кафедру тоже проходит конкурс. Значит, после первого курса будет конкурс, значит, и тогда, кто желает, подает заявление, и потом проходит конкурсную процедуру, и потом уже идет зачисление на военную кафедру. Ну, я вам должен сказать, что вот на следующий год планируется у нас подготовить по программе офицеров запаса 210 человек и по программе сержантов запаса 60 человек. Следующий вопрос. Как проходит поступление на профессию архитектуры? Ну, архитектура, нужно сказать, во-первых, что это творческая специальность, поэтому сдается в начале 2 творческих экзамена. Кстати, они вчера буквально закончились, последний день, то есть завершились экзамены. Те, кто хотел подать на эту специальность, они уже подали свои заявления и прошли, значит, испытания по творческим экзаменам. Дальше у нас, кстати, вот по архитектуре спрашивали, значит, будет ли платное отделение. Значит, этот вопрос возник из-за того, что действительно мы в прошлом году не смогли принять на платное, потому что у нас был перебор. Представьте, было 107 грантов только по специальности архитектуры, когда мы планировали набрать 75 человек. В этом году мы планируем, значит, набрать 90 человек. Платное отделение будет зависеть от следующего. Если у нас будет грантников 90 и больше человек, естественно, мы на платное отделение принять не сможем. Это я вам сразу говорю. Поэтому есть возможность поступить на специальность архитектуры в другие вузы нашего города или другого города, где проходит обучение по данной специальности. Следующий вопрос. Сколько есть общежитий, какова цена для проживания? У нас 7 общежитий. Ну, стоимость проживания, она разная. Значит, я должен сказать, что вот самая высокая стоимость это 18 тысяч тенге в месяц. Есть общежитие по 15 тысяч тенге в месяц, есть 1200 тенге, извиняюсь, 12 тысяч тенге в месяц и так далее. Поэтому все зависит от того, в какое общежитие вы попадете. Но я должен сказать, что общежитие для первого курса мы представляем буквально 100%. Ну, я имею в виду нуждающихся. Следующий вопрос. Где вы находитесь? Наш адрес город Нур-Султан, проспект Жеңіс, 62. Енді мысалы бізді тауып алуға өте оңай. Біздің сайтымызда біздің адресіміз, бүкіл реквизиттер бар. Ал енді келесі. Так, значит, я гражданин другой страны, хотел узнать, как можно поступить на грант в ваш вуз. Значит, правила такие для иностранцев. Они, во-первых, поступают на платную основу,
и по итогам собеседования, за исключением лиц, значит, казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан. Для них предусмотрена, значит, 4% квота в конкурсе грантов, где они участвуют, значит, по результатам сдачи ЕНТ. Существуют ли льготы для уязвимых слоев населения? Ну, как таковых вот льгот каких-то больших у нас нет. Единственная льгота, которую мы можем представить, значит, ну, я имею в виду по оплате, значит, я думаю, что речь идет именно об этом, то есть снижена ли оплата, стоимость обучения для данной категории. Во-первых, скажу, что стоимость обучения для всех одинакова, независимо от, скажем так, от того, он является сиротой, вернее, обучается из неполной семьи, значит, многодетной семьи, сирота и так далее. Значит, единственное, конечно, для сирот у нас есть предусмотрены льготы. Вот, для них мы предоставляем бесплатное общежитие, например. Если он попадает на летний семестр, то мы позволяем сиротам бесплатно сдавать экзамены в летний семестр. Вот. Ну, вот такие льготы есть. Теперь, можно ли приходить в вуз без родителей, если тебе 17 лет, то есть ты еще несовершеннолетний, получается? При зачислении присутствия одного из родителей, в общем-то, или законного представителя, обязательно. Потому что при, значит, оказании образовательных услуг, мы производим, вернее, значит, образовательные услуги, и, естественно, существует договор, который нужно подписать. Его имеет право подписать, значит, один из родителей несовершеннолетнего или его представитель. Следующее. Есть ли внутренние гранты и олимпиады в университетах? Ну, внутренних грантов как таковой для широких, скажем, категорий уязвимых там и так далее, их у нас нет, но есть гранты для одаренных детей в спорте. Вот, потому что мы тоже в университете развиваем определенные спортивные направления или направления спорта. Вот, и если ребенок является там кандидатом мастера спорта, мастером спорта, если он, значит, член сборной Казахстана и так далее, то тогда мы таким категориям можем, в общем-то, значит, представить гранты внутренние. Олимпиады, конечно, у нас проводятся. Олимпиады проводятся как предметные, так и по специальностям. На Олимпиаду ездят наши, значит, студенты в другие города. Вот, там, где организовываются определенные олимпиады в определенных вузах. Так, опять такой же вопрос. Есть ли в университетах скидки для многодетных семей? Я еще раз могу сказать, что скидок нет, есть просто помесячная оплата. Скажем, если мы со всех берем на полгода вперед оплату, то для уязвимых слоев населения, для многодетных в том числе, мы, значит, позволяем им оплачивать, значит, за обучение ежемесячно. Так, расскажите о студенческой академической мобильности, как можно получить грант в ВУЗе на обучение за рубежом. Ну, я вам должен сказать, что в связи с пандемией, в общем-то, академическая мобильность как таковая, она, я имею в виду зарубежная, в другие страны, она приостановилась. Министерство образования и науки, значит, ну еще в том названии, она вот в последние годы не выделяла финансовые средства на академическую мобильность. Но у нас существует академическая мобильность среди наших вузов. То есть к нам приезжают ребята, обучаются один академический период, то есть один триместр или семестр в нашем вузе. Наши ездят в другие вузы. Вот, значит, там, где есть наши специальности, вот мы производим вот такой обмен. Даже приезжают к нам на практику, специально проходят практики. Вот в последний раз, значит, Западно-Казахстанский агротехнический университет имени Жангирхана тоже отправил своих студентов в количестве 20 и 40, значит, человек. Следующий вопрос. Если я поступил на платное отделение, как я мог попытаться перевестись на грант? Да, мы ежегодно, значит, отправляем в Министерство образования и науки решение ученого совета об утверждении списка, значит, тех, кто может претендовать на освободившиеся, значит, вакансии. То есть
для того, чтобы перевестись на грант, во-первых, надо хорошо учиться, потому что если будет свободный грант, только в этом случае можно претендовать на этот грант. Если свободного гранта нету, то есть если он не освободился, то даже если человек учится, скажем так, на отлично, просто у него нет возможности перевестись. Что это означает? Во-первых, вакансия образуется только тогда, когда, вот, например, обладатель гранта, вот, он или по каким-то причинам он прекращает свое обучение, то есть отчисляется и так далее, поэтому бывают другие причины и так далее. То есть, если студент дальше не хочет учиться, то его грант должен перейти другим. Так вот, для того, чтобы вот этот грант, скажем так, разыграть, надо, чтобы выиграл самый лучший. То есть, у кого самый высокий GPA, то есть средний балл. Только в этом случае тогда он может претендовать на получение уже гранта и перейти с платного на грантовое обучение. Ну, этот процесс или эта процедура, она, в общем-то, открытая, объявляется вакансии через сайт нашего университета, и участвуют наши студенты, пишут заявление и участвуют в этом конкурсе. Вот последнее, могу просто для примера сказать, на ученом совете мы утвердили 117 человек, которые получат грант, когда Министерство образования и науки уже издаст свой приказ. Эти гранты придут к нам, и вот эти 117 человек дальше продолжат свое обучение за счет государства. Так, каким образом и где осуществляется практика в университете? Базами практик у нас являются предприятия различных отраслей. Вот. Но мы в основном в последнее время, значит, проводим все практики на своей базе, на базе университета. Для этого мы создали, скажем, такую мощную сеть. Во-первых, из чего она состоит? Это лаборатории. Лаборатории, в большинстве этих лабораторий, в общем-то, они сертифицированы. Значит, это лаборатории и центры. Это ГИС-центр, к примеру, лаборатория почвенных исследований, системные исследования, информационных технологий, лаборатория технических измерений, лаборатория по оценке качества сельскохозяйственной продукции, лаборатория стандартизации, метрологии, сертификации и так далее. То есть у нас на каждом факультете имеются и технологические платформы, и, значит, научные лаборатории, где можно пройти как практику, так и научные стажировки. Но вы, наверное, уже знаете, что с 2020 года, с 1 сентября, наш университет получил статус исследовательского. И в связи с этим нам были присоединены 3 предприятия. Это НПЦ, значит, зернового хозяйства имени Бараева, дальше научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агромелиорации в городе Щучинске. Третье – это Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция. И вот на базе вот этих 3 предприятий наши студенты проходят такую солидную, полноценную, значит, насыщенную практику. Она очень интересная. Я просто для примера скажу, например, МПЦ зернового хозяйства имени Бараева, у него есть или насчитывает 26 лабораторий, в которых наши студенты непосредственно работают, проводят исследования, проводят, значит, всевозможные работы и так далее. То есть они все это делают своими руками. И, естественно, это помогает повысить качество знаний наших студентов. Значит, формируются очень серьезные компетенции, которые им необходимы в дальнейшем для работы на производстве, для проведения научных исследований и так далее. Ведь самое главное сейчас, вот, если раньше, вот в те времена, когда учился я, например, то есть в советские времена, там в основном, значит, была цель получить диплом, и этого было как бы достаточно. И люди с одним дипломом могли работать всю свою жизнь, значит, по одной и той же специальности и так далее. Сегодня этого мало. У нас есть, во-первых, 3 уровня образования. Это бакалавриат, магистратура, докторантура.
Вот. И сегодня нужно, значит, сформировать такого специалиста, который бы пришел на производство или просто, скажем так, участвовал вот в сфере экономики и при этом имел возможность открыть свое производство, естественно, открыть новые рабочие места, вот, и так далее. Для этого мы и создали вот на наши технологические платформы, наши научные лаборатории и так далее. То есть у нас есть, чтобы было понятно, вот цех по переработке мяса, цех по переработке молока, цех по, значит, мы производим и растительное масло или получаем. Дальше у нас есть своя, например, хлебопекарня и так далее. Вот. И это не просто какой-то цех, у него есть оборудование, причем самое современное. Наш студент знает весь перечень оборудования, он знает всю технологию, значит, процесс работы этого оборудования, вот, как с ним обращаться, вот, какова их стоимость и так далее. То есть он практически, окончив наш университет, получив диплом, он имеет уже свое видение и может, скажем так, открыть свое производство и быть конкурентоспособным причем. И еще хочу сказать, что вот для тех, кто поступает в наш университет, у нас есть новые видения вообще в преподавании, в обучении и так далее. На сегодняшний день наши студенты, в частности, по сельскохозяйственным специальностям, вот на агрономическом факультете, на факультете ветеринарии и технологии животноводства, значит, студенты наши обучаются по совместно разработанным, есть такая организация Агропариштех, это Франция. Это французский университет, он исследовательский университет и занимает одно из ведущих мест в мире в сфере сельского хозяйства, в сфере ветеринарии. Поэтому сейчас студенты, которые обучаются по данным международным программам, они получают фундаментальные знания, значит, по таким основным фундаментальным дисциплинам, начиная от математика, физика, химия, биология, к примеру, вот, значит, компьютерные науки. Это все помогает в перспективе понять все процессы, которые они изучают, и самое главное, они имеют возможность наработать такие компетенции, которые позволяют им даже получать или создавать и получать новые знания. То есть это будущий уже исследователь. Вот. Ну и, естественно, он знает уже производство, он знает технологии и так далее. Поэтому зарубежное обучение для них, в принципе, в перспективе открыто, потому что сейчас эти ребята, обучившиеся у нас в Казахстане, они имеют возможность дальше поступить в магистратуру в тот же Агропариштех, который входит, значит, в консорциум Агрениум в Французской Республике. И, значит, наши студенты уже с 3-го курса начиная, они уже скажем так, выделяется отдельная группа, которая, значит, обучается по программе продвинутого обучения, и в перспективе они поступают в магистратуру, значит, во Франции. И обучаются, естественно, или на французском, или на английском языках. Поэтому наши студенты, в общем-то, многие очень хорошо владеют иностранным языком. Я думаю, что среди тех абитуриентов, которые придут к нам, много тоже ребят, которые будут претендовать на данные программы. Так, что-то у нас еще есть. Где можно подать документы на конкурс государственных грантов. Ну, я уже в самом начале об этом вам рассказал. Значит, тогда повторюсь, раз этот вопрос еще раз прозвучал. Значит, документы на конкурс грантов можно подать непосредственно в наш университет, значит, в приемную комиссию, то есть в режиме офлайн. Единственная просьба, значит, учитывая сейчас эпидемиологическую ситуацию, значит, мы просим вас прийти, значит, в масках, ну, чтобы, как говорится, не было распространения, значит, вируса, в частности, от омикрон. Енді осымен мен аяқтайын. Мысалы, комментарий бар ма екен? Қандай комментарийлар бар? Соны үшін қарасақ.
сұрақтарыңыз болса, мысалы, тағы туындаса, онда келесі кездесуді өткізуге болады. Оны келесі аптаға жоспарлаймыз. Қосымша тағы бір хабар береміз. Осымен аяқтайық. Жақсы, рахмет қатысқандарыңызға, тыңдағандарыңызға. Бірақ та сұрақтар болса, біз жауап беруге дайынбыз. Сұрақтарды біздің мына сайт бойынша ректор блогына жіберуге болады. Не болмаса, бізге осында келіп, не болмаса жазуға болады. Инстаграмада біздің енді адресіміз бар, соған жіберуге болады. Оның бәрін біз қарап, өздеріңізге жауап береміз. Барлықтарыңызге сәттілік тілеймін. Осыменен аяқтайық. Қош сау болыңыздар. Ну, вначале было 81, потом 39, самым последним. Убывающий. Ну, видимо, люди получили вопросы, ответы. Нет, мы его сохраним, когда разместим в ленте, там вот будет. Да, вот тогда, если